Своих гостей Казань встречает крепкими морозными объятиями. Но кого-кого, а участников спартакиады специальной олимпиады по зимним видам спорта холодом не испугать. На игры они приехали во всеоружии. Для конькового и хода, для классического хода. На этих двухметровых лыжах под силу любая дистанция, говорит Александр Рыбин. Спортсмен из Свердловской области волнения не скрывает. Но главное – собраться на старте. Меня выдерживает тренер всегда. Говорю все, то есть ты сможешь и все. Для конькобежца Максима Трыля сегодня не только старт спартакиады. Соревнования совпали с днем его рождения. Говорит, это верный знак на удачу. На сборах получилось, и вот я поехал сюда. Какой настрой? Настрой побеждать. Курс на победу здесь у каждого. Лыжница Дарья Урамова целый год тренировалась в непростых условиях, чтобы сейчас с честью представить Удмуртскую республику. Ой, каждый день думала об этой спартакиаде. На самом деле, нынче очень сложный выдался год из-за коронавируса. Вот все это. Очень тяжело было тренироваться. О непростой подготовке говорят и тренеры. В год пандемии коронавируса пришлось переносить привычные тренировки из зала на свежий воздух. В том году не состоялись российская спартакиада по горнолыжному спорту. Готовились и к тем стартам, и в течение года готовились и к стартам в Казани. Бег на снегоступах, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и даже сноуборд. Соревнования по этим направлениям начнутся уже завтра. Все они пройдут целых 4 дня на тех самых объектах, где через год стартуют зимние всемирные игры специальной олимпиады 2022 года. Наталья Мизина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.